В какое будущее идти и на каком языке в этом будущем говорить? О сохранении осетинского и развитии взаимоотношений народа, разделенного на две республики, говорили во время визита североосетинской делегации к югоосетинским коллегам. Нашу группу возглавил премьер Таймураз Тускаев. Принимал гостей президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. О чем договорились стороны и какие планы теперь общие для обеих Осетий, в материале Генриетты Албеговой. Республика работать над сохранением родного языка и традиций. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и председатель правительства Северной Таймураз Тускаев на рабочей встрече говорят о том, как двигаться дальше в непростом деле развития национальной культуры. Стороны отметили, что такой опыт пойдет на пользу обеим республикам. Я очень благодарен Вячеславу Зелимхановичу за те шаги, которые предпринимаются для того, чтобы создать определенную базу или основу для развития и осетинского языка, для развития и осетинской культуры. Причем мы говорили с вами, что язык у нас один, поэтому и комиссия по развитию осетинского языка, конечно, должна быть одна. Была проделана большая работа нашими предшественниками, большими учеными по формированию национально-культурного пространства, по развитию языка. И сегодня задача ученых, общественных деятелей и Северной, и Южной Осетии разрабатывать фундаментальные какие-то наработки, проводить прикладные исследования, которые помогут развивать наши традиции, сохранять их. Народ, который способен сохранить свой язык, свои традиции, имеет большое будущее. Заседание экспертных и терминологических комиссий проходило в научной библиотеке имени Анахарсиса. Уже в присутствии представителей делегации Таймураз Тускаев и Анатолий Бибилов еще раз подчеркнули: укрепление самосознания и самоидентификации осетинского народа – первостепенная задача. Поле огромное для работы, без сомнения. И уверен, что ту амбициозную задачу, которую мы для себя поставили, мы его обязательно выполним. Свои предложения стороны высказывают на заседании. Министр по вопросам национальных отношений Северной Осетии Аслан Цуциев отметил, что убедительным шагом на пути к поставленным целям станет создание совместного научного журнала. Еще одно предложение – проведение археологических экспедиций, в которых принимали бы участие и специалисты из Южной Осетии. Немаловажное привлечение молодежи. Председатель комитета печати и массовых коммуникаций Юрий Фидаров рассказал собравшимся, что ежегодно в Северной Осетии проходит форум молодых журналистов «Алания Медиа» и пригласил участвовать представителей СМИ Южной Осетии. По словам премьера независимого государства Эрика Пухаева, такое сотрудничество во всех сферах даст ощутимые результаты. Мы один народ, и у нас должны быть традиции одни, религиозные праздники одни. И, у наших предков из одного ушли в другое тоже были свои порядки. Но это порядки, но не традиции, не даты. Какие-то даты отмечаем здесь на неделю позже, может на неделю раньше. Поэтому я считаю, что работа этой комиссии должна привести все к общему знаменателю. Совместное заседание экспертных и терминологических комиссий прошло впервые. Оно организовано в рамках госпрограммы национально-культурного развития осетинского народа с 18 по 20 год. Северная Осетия приняла программу в декабре прошлого года. И эта встреча – первый шаг к большой и общей работе. Мы входим в новый мир, требующий новых иных подходов. И нужно очень тонко подходить к сохранению баланса наших традиций и тех требований, которые предъявляет новый мир для того, чтобы быть успешными. По итогам встречи стороны подписали протокол. Теперь создадут рабочую группу, которая займется разработкой планов мероприятий по реализации намеченных задач. Переговоры завершены, соглашения подписаны, но работа продолжится на местах. А такие совместные заседания экспертных и терминологических комиссий будут проходить раз в квартал. Дату следующей встречи пока не определили, но точно известно, что пройдет она уже на территории Северной Осетии. Генриетта Албегова, Александр Каджаев из Цхинвала. Специально для программы «Новости Осетии».